Бобруйский бланш, дамы и господа. Привет всем любителям пива, с вами Ян Калка, и у нас очередной обзор на пиво. На сей раз это линейка Речская, оно же Бобруйский Бровар. 4 варианта пива. Если честно, я не пил пиво от Бобруйского Бровара 100 лет. Очень давно, кто помнит, появился в больших баклажках Бобров пива. Боброва в своем студенчестве я выпил очень много. Реческое почему-то я не пил. Реческий был, по-моему, завод, потом его выкупил Ханин, как и Бобруйский Бровар, и закрыл его. И вот это вот основная линейка. Не знаю, как мы пойдем. Вот эта вот пшеничка у нас, насколько я понимаю, белая. Оставим ее на потом. Дальше у нас реческая золотистая. Реческая Лебенбир нефильтрованная. Белый волк, закос какой-то, видимо, под белого медведя, и реческая белая. Зараза Хайникена из России перетекла в Беларусь, 0,45 бутылки. Но, слава богу, брендированные. Брендированные пробки, все откручивающиеся. Так, начнем с реческого золотистого. Что мы имеем? Произведено 03.05.23. Срок годности, кстати, только всего лишь 8 месяцев. Годно до 29.12.23. Только 7 месяцев срок годности. В составе, он на белорусской мове и на русской, кстати. В составе вода питьевая из артезианских скважин глубиной до 130 метров подготовленная. Я не понимаю, зачем нам информация об артезианских скважинах, если вода все равно подготавливается, она идет через осмос и так далее, то есть туда хлориды и т.п. и т.д. добавляются. То есть водоподготовка идет, и можно хоть из-под крана лить. Ладно, солод пивоваренный ячменный светлый, ячмень пивоваренный, солод пивоваренный ячменный карамельный, хмелепродукты. То есть либо ячмень пивоваренный несоложонка, либо солод пивоваренный ячменный карамельный. Там, где пробить срок годности, там нет никакой буквочки К. Ладно, смысл не в этом. Не соложонка. Так. Большие пузыри пошли. Наливаем. Очень светлое пиво. Прикольные пробки, но все одинаковые. Потом подсниму, они акцизкой закрыты. Так, большие пузыри, как мы видим. Газация очень сильная. Карбона много, пенная шапка среднезернистая. Но вот пузырьки очень крупные. Обратите внимание. Очень крупные пузыри идут. Аромат сладкий, солодовый, очень сильно сладкий, солодовый. С диацетилом жестким, как будто это чех региональный. Жесткий диацетил. Так, пробуем на вкус. На вкус это пиво никакое. Совсем чуть-чуть солодовое. Послевкусие капельку хмеля. Абсолютно такой рыбный вариант под рыбку. Кстати, не сказал характеристики. Экстрактивность начального сусла 11, алкоголь 4,7. Ну да, слышно, что выброжено. Но не в нули, но практически. Диацетил, чуть сладости, чуть-чуть. Но послевкусие горчинка и спиртозность, кстати, выпирает спиртозность. Не знаю, балла 2-3. Я бы это еще раз не купил. Дальше у нас белый волк. Тут уже только на русском языке написано пиво светлое пастеризованное белый волк. В состав вода питьевая из артезианских скважин глубиной до 130 метров, подготовленная, солод пивоваренный ячменный светлый, ячмень пивоваренный Б, солод пивоваренный ячменный карамельный К. Хмелепродукты. Точно такой же состав, как и в первом варианте. 29.01.23, 29.01.24 срок годности. Здесь же срок годности 1 год. Возможно, потому что здесь зеленая бутылка и немножко меньше засвета. Экстрактивность 10, алкоголь 4,3. Совсем пустое должно быть пиво, но посмотрим. Открываем. Тоже какие-то большие пузыри в реческом, Бобруйском Броваре. Не знаю, за счет чего они достигаются. Не мелкие пузырьки, а именно крупные. Для рекламы такое снимать классно.
Здесь тоже очень крупные пузыри. Пиво, несмотря на то, что оно менее плотное, но по факту оно чуть-чуть темнее даже греческого золотистого. Крупные пузыри также. Газация, ну, сильная, да. Сильная. Аромат абсолютно как будто с одной цикаты лили. Но здесь больше диацетила в греческом. В белом волке тоже диацетильчик. Хмеля здесь не слышал. Чуть-чуть печеньки, совсем чуть-чуть. Пробуем на вкус. Но это как будто из одной цикаты лили в одну и вторую бутылку. Только здесь меньше диацетила. Быстрее проваливается на послевкусие в воду. Как будто вода из-под крана. Хмеля нет. За счет того, что сильно выброжено, здесь и солода особо нет. Это рыбно-шашлычные варианты. Я не куплю это еще раз. Это 2 балла, я не знаю, вообще диацетила. Еще какой-то то ли медовость. Наверное, да, медовость вот есть и в одном, и во втором. Я думаю, что я вот уловил, но не могу сформулировать. Да, есть мед. И в аромате почему-то спиртуозно. Волк. В греческом послевкусии спирт выпирает, а здесь в аромате. Пока неут. Пока это все плохо. Третий вариант. Греческое Лебенбир. Кстати, в Минске куча плакатов и рекламы этого пива. Нефильтрованный светлый лагерь. Угу. Не очень я люблю нефильтрованное пиво. Ну ладно. Пиво светлое, нефильтрованное, осветленное. Так. Здесь тоже на 2 языках. Произведено 04.04.23. Срок годности до 30.12.23. Также 8 месяцев. Да, 8 месяцев. Также не год. В составе вода питьевая артезианская, скважина, бла-бла-бла, мы уже это слышали. Сол пивоваренный, ячменный светлый, ячмень пивоваренный, сол пивоваренный, ячменный, карамельный, солодовый экстракт. Ага, у нас появляется солодовый экстракт здесь. Хмелепродукты, смесь экстрактов, ароматных хмелей, экстракты хмелей пищевого качества. Типа хмеленка какая-то, возможно, сухое хмеление какое-то. Но зачем экстрактов столько, непонятно. Ну и да, как всегда, привет тем людям, которые говорят, что нет, не используются крупными пивоварнями экстракты. Так. Кстати, здесь пиво мутное, также сильная карбонизация, но пенная шапка заметно рыхлее, чем у остальных. Пробуем. О! Так, здесь хмель. Причем хмель такой не континентальный, не елочный, не травяной, а такой в сторону Америки. А нет, есть все-таки елка. Да, елка пошла. Но и цитрус. Елка с цитрусом. Я думаю, что здесь смесь европейского и американского хмеля. Да, сейчас елка больше стала выпирать. Сначала вообще елки не было слышно. Я не очень люблю елку. Но здесь аромат прикольный. Все, что могу сказать, пока это мне очень нравится. Смотрите, пенная шапка становится более мелкозернистой. Пробуем на вкус. Пока мне это нравится. Пока это лучше. Послевкусия не хватает. Хмель только в аромате. Есть дисбаланс ароматика вкуса. Ждешь от него такое что-то хмеленное во вкусе, горечь и так далее, а горечи нет. Кстати, сколько экстрактивность? 11,5, алкоголь 4,9. Ну вот поэтому менее выражено и слышно, что во вкусе есть солод, сладковатый. Естественно, чуть мылит, но это пить можно. Ну вот это я понимаю, сюда бы хмеля еще добавить. Так это нефильтрованный, хорошо пахнущий лагерь, но послевкусия никакого, во вкусе чуть солода, мыльность дрожжевая, ничего больше. Да, здесь хорошо поработали над ароматом, а дальше нет.
Дальше не поработали. Так, и пшеничка, реческая белая. Вода питьевая из артезианских, понятно. Соус пивоваренный ячменный светлый, соус пшеничный светлый М, пшеница Л, ячмень пивоваренный Б, соус пивоваренный ячменный карамельный К, экстракт хмеля, комплексная добавка кориандра, цедра, апельсина, вода, стабилизатор, гумия, арабик, растительное масло, стабилизатор, эфир, глицерин, смоляных кислот, масло, цедра, апельсина, растительное масло, стабилизатор, эфир, глицерин, смоленистых кислот, масло, цедра, апельсина, масло, кориандра, регулятор кислотности, лимонная кислота, антикислитель, аскорбиновая кислота, консервант, бензонат, натрия. Ну ладно. Ху, дочитай. Ну это, насколько я понимаю, типа в сторону бланша что-то сделано. Кориандра, цедра. Так. Это у нас бобруйский бланш, дамы и господа. Цвет оранжевый. Пока как для бланша все окей. Цвет соответствует. Пенная шапка среднезернистая, довольно стойкая. Конечно, состав ужасный, но сейчас. Аромат пшенички, кислота, сладость. Затухлость я еще ее называю. Именно затухлость пшенички я всегда ее чувствую. Это не значит, что это плохо, это так и должно быть. Но я его просто это не люблю. Пробуем на вкус. Если будет кислить, то это не мое. Если это будет сладкий бланш, то я такое пиво пью летом иногда. По чуть-чуть. Нет, это не сладкий бланш. Это стандартная пшеничка, причем мылящая, без... Чуть-чуть есть, кстати, хмеля. На послевкусии больше, наверное, почему-то, чем у всех остальных вариантов пива. Любителям пшенички, возможно, но если вы посмотрите на состав, то, ну, как, ребятки, с таким составом вы не могли сделать приятный бланш. Вы напихали сюда химии, и у вас получилось вот это. Это у вас должно было получаться, вот такое пиво должно получаться просто. Вода, хмель и пшеничный соус. Все. Не надо сюда кориандр напихивать. Тут же, вот, тут я читал полчаса. Экстракты, добавки. Что в этом добавке? Или оно было вообще на входе ужасное, и без добавок это вообще нельзя было пить? Тогда, возможно, да. Пустая, кстати, довольно пшеничка во вкусе, не нажористая. Мне еще более-менее как-то, но я думаю, любителям пшенички это пиво не зайдет. До бланша тут расти, до обычной пшенички, но обычная пшеничка, пустая пшеничка, не нажористая пшеничка. Так, итого, смотрите, пенные шапки держатся, кстати. Все-таки хранит нас пенка от окисления. Банана я не слышу здесь. Цедры цитрусовых я также не слышу. Обычная, стандартная, пустоватая пшеничка. Пить можно, но когда нет ничего другого рядом. Вот только так. Итого, что мы имеем? Что бы я купил из этого? Ничего. Это все ниже среднего. Если честно, я думал, что Хайнекен, Бобруйский что-то варит интересное. На самом деле, как мы видим, нет. Там у них есть другие суббренды, мы потом их в шортах и так далее как-то сделаем обзоры. Но вот это вот реческое, Белый Волк, это все ниже среднего. Я бы это не покупал. Так, по баллам. Давайте еще перенюхаем, перепробуем. Ну, тут жесть медовая и дрожжи здесь. Это золотистая 2. Белый Волк 2. Тут аромат. Вот сейчас вообще в елке, в ужасные елки, на болоте, знаете. Такой еще можжевельник там.
даже не можжевельник, а вот эти. Ну, кто на болото ходил, собирал ягоды, понимает, да, о чем? Вот какой-то болотный запах. Мылит, пусто сваливается в воду. Здесь не хватает хмеля после вкуса. 2, 3. Если добавить сюда вкуса, послевкусия здесь могло быть и 5, и 6. И нет, это тоже 3, это нехорошо. Это все очень посредственно, невкусно. Вот эти два варианта абсолютно под рыбку, чтобы хоть какой-то вкус был. Вот этот непонятно вообще, но тут хотя бы аромат есть. Ну и пшеничка никакая пустая. Разочарован я бобруйским броваром. Попробуем мы что-нибудь еще от них. Спасибо, что лайкаете. Пишите в комментариях, какое пиво вы хотели бы, чтобы я обозрел. Делитесь своим мнением по поводу пива, потому что это очень важно. Отклик очень важен, чтобы я понимал, что я не для себя снимаю, а есть какая-то аудитория. Хотя я это уже понимаю, потому что есть многие активные комментаторы, которые почти под каждым видео что-то говорят, высказывают свое мнение, рекомендуют, либо спрашивают. Это радует. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не рекомендую бобруйский бровар, говно.